Я работал актером в Русском драматическом театре. Летом 2018 они позвонили мне, я к ним, они подъехали ко мне, забрали меня в отдел, спросили про знакомую девушку, там уточнили все. Потом отвезли меня обратно уже в ноябре этого же года. Они уже начали мне звонить по другим там вопросам. Они меня пригласили в свой кабинет, я зашел. Они сразу меня начали избивать, повалили на пол и начали меня бить. Да, они избивали меня в течение 2-3 часов. И периодически отдыхали, задавали вопросы, положили там листок А4 на стол, дали ручку, сказали: пиши контакты знакомых, кто может употреблять наркотики. Я говорю, что у меня нет знакомых, я таких не знаю. Они издевались, били. Потом еще один присоединился к ним, этот бил. Они привязали мне к пальцам провода на большой палец левой руки и на мизинец правой руки. Потом этот Юсуф такой для прикола надел мне очки на голову, 3D очки. Сейчас будем ему мультик показывать, говорит. И начали меня бить током, задавая вопросы, там, товар, не товар, там имена. Они сказали: сейчас тебя в резиденцию отвезем, лично Кадыров у тебя, лично Кадыру расскажешь, какой ты барыга, какой ты наркоман. Я, во-первых, никакой не барыга, никакой не наркоман. Везите меня в резиденцию, я все расскажу про вас. Я все расскажу, то, что вы делаете с людьми, то, что вы со мной сделали. Но они меня туда не отвезли, они по дороге начали избивать. И в отделе уже, когда обратно заехали, в отдел, они опять меня подняли, и где-то, наверное, до 3 часов они меня пытали дальше. Они уже избивали меня этой трубой, полипропиленовой. Вот сразу на следующий день уехал в Ингушетию, там снял побои с себя и уже позвонил в комитет против пыток, обратился к ним, они сразу же, буквально там через пару часов ко мне приехали и эвакуировали меня. И так вот я уже выехал из республики. Мне пришлось бросить свою работу, уехать в свою любимую работу. Мне пришлось ее бросить. И я уже почти год нахожусь за пределами республики. Конечно, это все, это для меня уже это большой удар, потому что я большой патриот своей республики, всегда был им. Я никогда в жизни не столько времени не проводил за пределами республики. Я мог месяц-два там, но столько времени. И все это время, вот сейчас уже пореже бывает, но буквально каждый день от этого тока я просыпаюсь. Как они бьют меня током, от этого я просыпаюсь. Я не прошу никого, чтобы их расстреляли. Если я говорю, я прошу, чтобы их по закону Российской Федерации их наказали.